Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе «Без крыши» о проблемах дома по улице Адыгейской. Актуальный репортаж программы. К юбилею Академии наук заседание комиссии по организации мероприятий к 20-летию АЭН. Пальмам угрожает опасность. Экологи Абхазии обращаются за помощью в международные организации. В Казани прошла встреча министра экономики Республики Абхазия Адгура Ардзинба с министром экономики Республики Татарстан Артемом Сдуновым, сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии. В ходе встречи, которая проходила в рамках правительственной программы инвестиций в человеческий капитал-2017, министр экономики Татарстана Артем Сдунов выразил готовность оказывать поддержку по всем перспективным направлениям взаимодействия. Данный этап программы предполагает посещение профильных министерств и ведомств Республики Татарстана с целью обмена опытом работы в экономической сфере. Стихия, имевшая место в столице 29 августа, нанесла немалый ущерб частным хозяйствам. Особенно пострадали жители улиц Титовой и Адыгейской. В одной из наших программ мы рассказывали о доме по улице Адыгейской 3А. В нем, помимо того, что полностью сорвало крышу во время стихии, еще много других проблем. Кто виноват и что делать, выясняли наши корреспонденты. Улица Адыгейская в Сухуме очень часто страдает от потопов во время сильных ливневых дождей. Маленькая речушка Адзябш моментально выходит из берегов. Жители этой улицы очередной раз пережили потоп 29 августа, а в одной из пятиэтажек полностью сорвало крышу, которая была отремонтирована в 2010 году в рамках российского комплексного плана. Дом по улице Адыгейская 3А находится в ведомстве управления железной дороги, и, соответственно, работы по ремонту кровли тогда проводились именно этим ведомством. По словам директора фирмы «Стройснабсбыт» Руслана Аршба, ремонт крыши был произведен с нарушением технологических норм. 15 на 70-ках, это балки должны быть. А это 40-ка сделано. Во-первых, сделано наскатными было сделано. Не было не закреплено. Было так. Нарушение технологических вообще не было соблюдено. Было нарушено. Проволока, четверка была завязана местами. Просто прицепили, там какие-то арматуры маленькие торчали, так прицепили и все. Больше ничего не было сделано. Когда наша съемочная группа на третий день после разгула стихии приехала на место, то в доме по потолкам и стенам все еще текла вода, которая просочилась даже до первого этажа здания. Мы застали ужасающую картину. Повсюду разбитые стены, плесень, провисающая электропроводка, представляющая опасность для жизни. По словам жильцов, в таких условиях они живут давно и неоднократно обращались в различные инстанции. Мы в Дом управления обращались, каждый своими средствами говорят, делать ему. У нас нет средств, сказали. У нас во всех пролетах ужасный ремонт, безобразный. Это мы сами своими, как говорится, средствами не можем, так как мы получаем не такие уж большие заработки. Работаем в государственном учреждении. Здесь бегают дети, провода оголенные торчат. Много пролетов, где обсыпается штукатурка, и страшно выводить детей на площадку. Проводка, вода – это постоянная проблема. Мне рассказывали еще до того, как я сюда приехал жить, что все было намного хуже, что весь первый этаж практически всегда был в воде. Если государство нас услышит, жители тут такие, которые сами готовы встать рядом и поработать. Это вообще не сложно, это вполне реально все. Мы обратились в управление железной дороги, в ведомстве которого находится жилой дом. По словам генерального директора РУП АЖД Алхаса Вартагава, несмотря на отсутствие средств, управление железной дороги по мере возможностей всегда реагирует на просьбы жильцов. С момента моего назначения по поводу Адыгейская 3А, о чем вы говорите, никто не обращался ни с каким письменным обращением по поводу помощи. И то, что подвал затоплен, и электрическая часть, не было таких обращений. Я помню, что где-то год назад было обращение, и мы отреагировали на это. Был затоплен подвал, мы своими силами, средствами выкачали оттуда воду.
Раньше, еще до Отечественной войны народа Абхазии, в этом здании располагалось общежитие. По словам управляющего домами Джумбера Габуния, после войны пригодными для жилья были признаны только 3 этажа. Последние 2 были непригодны из-за того, что протекала крыша. В 2010 году она была отремонтирована. Все работы были выполнены качественно, утверждает Габуния. На сегодняшний день в доме проживает 36 семей. Мы знаем о проблемах этого дома, но у железной дороги сегодня нет таких средств, чтобы поддерживать все ведомственные дома в надлежащем состоянии, подчеркнул управляющий домами. У нас таких финансов нет, что мы могли отремонтировать подъезды, заменить щиты, лифты. Мы не в состоянии. На железной дороге таких денег нет. В управлении Абхазской железной дорогой нам также сообщили, что руководство ведомства написало письмо в Кабинет министров с просьбой рассмотреть вопрос о возможной передаче всех жилых домов, находящихся в ведомстве АЖД, на баланс администрации города. Кабинет министров нам прислал список домов, и мы должны были подготовиться к приемке. Но мы им написали, что мы не можем сегодня взять эти дома на обслуживание, потому что бюджет города не осиливает тот жилфонд, который имеет. Очень много проблем, вы знаете, дома уже, во-первых, пострадавшие во время войны. Этим коммуникациям очень много лет. Таких средств нет, мы не успеваем свое привести в порядок. Сегодня работы по восстановлению кровли дома по улице Адыгейской идут полным ходом. Их проводит Стройснабсбыт. По словам директора предприятия Руслана Аршба, уже в среду сюда будет завезен профнастил, и к субботе работы будут завершены. У жителей дома по улице Адыгейская, 3А, будет новая крыша. Что касается других вопросов, жильцы дома вполне обоснованно отказываются платить квартплату, пока живут в таких условиях. Как следствие, у управления домами нет средств улучшить эти условия. Круг замкнулся. Похоже, мы так и не смогли выяснить, что делать и кто виноват. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Пресс-служба МВД Абхазии сообщает, 4 сентября в 18:25 в дежурную часть УВД по Ткварчалскому району поступило телефонное сообщение о том, что в районе Центрального рынка в Ткварчале были произведены выстрелы. Выездом на место оперативной группы установлено, что примерно в 18:20 перед магазином «Баракят» между Миная Ахрой Сергеевичем 1975 года рождения, Миная Тимуром Сергеевичем 1968 года рождения и группой неустановленных лиц произошла ссора, переросшая в драку. Примерно в 19 часов братья Минай открыли стрельбу из огнестрельного автоматического оружия в направлении граждан, находившихся перед магазином, в результате чего огнестрельные ранения получили Эрик Лакирбая, 1972 года рождения, и Дмитрий Хашба, 1976 года рождения, после чего Ахра и Тимур Минай скрылись с места происшествия. Лакирбая и Хашба были доставлены в Ткварчалскую ЦРБ, где от полученного огнестрельного ранения Лакирбай скончался. А Хашба для оказания дальнейшей медицинской помощи был направлен в Сухумскую республиканскую больницу. Вечером того же дня, примерно в 19:30 в Ткварчале, Тимур Минай, измевшегося при нем огнестрельного оружия, пистолета системы Макарова, путем выстрела в голову покончил жизнь самоубийством. Прокуратурой Ткварчалского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьями покушения на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом, убийство 2 или более лиц и незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору Уголовного кодекса Республики. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление местонахождения Ахры Миная и его задержанию. Торгово-промышленная палата совместно с благотворительным фондом «Парк Свободы» продолжает работу по укладке тротуарной плитки и бордюров в Парке Свободы в Сухуме. Благотворительная акция направлена на восстановление и благоустройство парковой зоны. Есть опасения, что имеющихся денежных средств не хватит для укладки плитки на участке по всей территории парка. Рената Шакая продолжит тему.
900 квадратных метров плитки, 420 бордюров, установка декоративных прожекторов, новых плафонов и ламп освещения. Всю эту работу проводят сотрудники ТПП в Парке Свободы. Сейчас вдоль улицы Ардзенба на стадии завершения кладка 750 квадратных метров плитки и бордюров. Но работы могут остановиться. В парк уже вложено около 2 миллионов рублей. 750 тысяч было потрачено только на тротуарную плитку. Из них 340 тысяч – это помощь от предпринимателей. Оставшуюся сумму вложила торгово-промышленная палата Абхазии. Чтобы завершить все работы по парку, нам необходимо около 15 миллионов рублей. Мы проводили ряд акций, это телемосты, благотворительные концерты. Заработанные средства направляли на благоустройство этого парка. К сожалению, и там активность не очень высокая. Тем не менее, мы понимаем ответственность, которую мы за себя взяли как инициаторы, и будем завершать работу в соответствии с теми планами, которые мы наметили. Организаторы акции надеются на помощь неравнодушных жителей столицы, чтобы к 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии площадь Свободы выглядела достойно. Освещение нами сделано по фасадной части парка, сделано освещение. Кстати говоря, сделали освещение. Некоторые недобросовестные жители воруют фонари, забирают кабеля и так далее. Мы за этим следим и стараемся приводить его в порядок постоянно. Акция по восстановлению Парка Свободы и приданию ему достойного вида к 25-летию Победы уже 2 года. Первым этапом работы стала уборка всей территории парка. Мы регулярно проводим субботники, убираем, приводим в порядок, сделали освещение, скамейки. Одним словом, хотели показать пример, что можно шествовать над отдельными объектами в городе и приводить их в порядок без участия государства. К 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии планируется укладка плитки на дополнительных дорожках, на что требуется более 1 миллиона рублей. И, возможно, с помощью неравнодушных людей парковая зона рядом с площадью Свободы, включенная в список объектов историко-культурного наследия страны, заиграет новыми красками. Рената Шакай, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. Сухумская городская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты Сухумского городского собрания. Так, во 2-м округе будут баллотироваться Аполлон Латария и Саид Бутба, в 10-м Тимыр Купалба и Бакур Бебия. Повторные выборы состоятся в связи с безвременной кончиной депутата от округа номер 10 Баграта Зантария, а также избранием Лаши Ашуба, округ номер 2, депутатом Народного собрания. В этом году Академия наук Абхазии отмечает 20-летний юбилей. Распоряжением президента Рауля Хаджимба была создана государственная комиссия по вопросам проведения праздничных мероприятий, приуроченных к этой знаменательной дате. В администрации президента сегодня прошло заседание комиссии. В состав комиссии во главе с советником президента Владимиром Зантария вошли ученые-академики Шота Арста, Муса Икзеков, Сергей Бебия, Мушнила Сурья, Зураб Джапуа и другие видные деятели науки. Владимир Зантария подчеркнул, что несмотря на экономические сложности, Академия наук Абхазии смогла сохранить бесценный научный потенциал страны. Он подчеркнул роль первого президента Абхазии Владислава Арзенба в становлении абхазской науки. Создавая Национальную академию в тяжелейших условиях блокады и непризнанности Абхазии, Владислав Арзенба последовательно и принципиально продвигал эту идею, четко осознавая, что Академия наук – это один из государствообразующих атрибутов, способных поддержать ее высокий международный престиж. Зантария высоко оценил работу Академии наук Абхазии в гуманитарном, медицинском, техническом, сельскохозяйственном и других направлениях. Он отметил, что признание независимости Абхазии и Российской Федерации открыло новые возможности для плодотворного сотрудничества с научными центрами ближнего и дальнего зарубежья. Владимир Зантария выразил надежду, что празднование 20-летнего юбилея Академии наук Абхазии пройдет на должном уровне с приглашением известных зарубежных ученых. Академик Сергей Бебия подчеркнул, что привлечение зарубежных гостей очень важно для популяризации нашей страны, для раскрытия ее научного потенциала. Приглашая зарубежных гостей, мы даем понять мировому сообществу, научному сообществу о существовании нашей академии, о потенциале нашей академии, что ученые нашей Абхазии на должном уровне представляют нашу науку. Это одна сторона, это престижная сторона, очень важная, которая обязывает и ученый мир нашей страны к более активной деятельности.
Торжественные мероприятия к 20-летнему юбилею Академии наук Абхазии пройдут в октябре в течение 3 дней. Однако для реализации всех намеченных планов, издания буклетов, библиографического указателя, создания документального фильма, организации выставки, посвященной юбилею, и других мероприятий требуется необходимое финансирование. Члены комиссии выразили надежду на то, что юбилей Академии пройдет на высоком уровне. В Абхазии появилась новая напасть – жуки, пальмовые долгоносики, которые реально угрожают всем пальмам, растущим в нашей стране. В мире известно свыше 30 тысяч видов пальмового долгоносика. Срок жизни данного вида насекомых не превышает 3-4 месяцев. О том, какой вид долгоносика обитает в Абхазии, в репортаже Тамары Ачба. Экологи Абхазии опасаются, что из-за пальмового долгоносика популяция пальм резко сократится. Как утверждают специалисты, пальмовый долгоносик наносит колоссальный урон пальмам нашей страны, что в скором будущем может привести к исчезновению всех пальмовых деревьев на территории Абхазии, если, конечно, не принять меры. Долгоносика, который сегодня наносит ущерб пальмовым насаждениям в Абхазии, он называется красный пальмовый долгоносик. Его родина – Юго-Восточная Азия, Океания. И сегодня он в мире очень широко распространен практически везде, где произрастают пальмы. Красный пальмовый долгоносик – именно такой вид жука обитает на территории Абхазии. Он является одним из очень серьезных и опасных вредителей, которые представляют угрозу не только декоративным и финиковым пальмам, но и пальмам для производства масла. Красный долгоносик питается любыми видами пальм. Излюбленной пищей насекомого является канарский финик, который достаточно распространен в нашей стране. Появился красный пальмовый долгоносик. Он у нас зарегистрирован в прошлом году, был осенью, с помощью и с участием инспекторов карантинной службы на территории Цандрюпского лицея-интернатов. И после этого мы провели инспекцию всей этой зоны и выявили, что вся зона до Холодной речки от границы, все пальмы практически, за небольшим исключением, поражены. По словам Романа Дбара, угроза популяции пальм является достаточно реальной. Данный вид жука действительно представляет опасность для пальм в нашей стране. В этом году институт получил в качестве поддержки от программы продовольствия и сельского хозяйства ООН химические вещества атрактанты. Данное вещество привлекает жука специфическим запахом. Мы изготовили специальные ловушки самостоятельно и поместили эти аттрактанты в эти ловушки и расставили во всей приграничной зоне для того, чтобы отследить пики численности, то есть произвести мониторинг. В ближайшие дни ловушки с аттрактантами будут установлены в приграничных зонах для предотвращения распространения вредителя вглубь страны. Но количество этого вещества явно недостаточно, и наши специалисты обратились за помощью в зарубежные гуманитарные организации через МИД Абхазии. У нас состоялась встреча с заместителем министра иностранных дел Каном Тане и с просьбой на ближайших встречах и женевских дискуссий поставить вопрос о помощи нашим организациям. Проведение очередного раунда международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 10-11 октября. Вполне возможно, что международные гуманитарные организации откликнутся на просьбу абхазских специалистов. Тамара Ачба, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и днем преимущественно без осадков, вечером местами возможен дождь. Температура воздуха ночью 20-22, днем 26-28 градусов. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.